Бисмиллахи рахмани рахим. Хочу разъяснить два важных фактора, как упрекают чеченцев недоброжелатели и вводят людей в заблуждение, не понимающих исторических дел по сути. Вот хочу раскрыть эти два вопроса по поводу чеченцев упрекают в том, что они пехотинцы и путинисты. Один вопрос. Второй вопрос – нахождение чеченцев в Украине, так называемых кадыровцев. Начнем с первого вопроса. Как чеченцы исторически оказались так называемыми путинистами, россиянами, пехотинцами сегодня? Во-первых, чеченцы меньше всех народов бывшего СССР и Российской империи были в составе России, так как вели вооруженную борьбу, противостоя агрессии этой империи. И меньше всех они были в этом составе. Больше всех воевали в этом составе, чтобы не быть в этом составе, то есть. А также вели они борьбу, чтобы не быть путинистами или пехотинцами, вели в новейшей истории две ожесточенные войны. А вы те, кто сегодня упрекает этим чеченцев, слова не сказали о свободе, не то, что не вели борьбу. Вы сидите под теми коммунистическими боссами сегодня, с тех пор. И имеете наглость упрекать чеченцев? Вы же не видели и 10% того, что прошли чеченцы в этих войнах, в этом противостоянии. Совесть надо было иметь и бояться Аллаха Всевышнего или Бога, скажем по-русски. Но наш пророк сказал, саллаллаху алейхи вассалям, если не стыдишься Бога, Аллаха, то можешь говорить о чем угодно. Но ответить тебе придется за это. И вот к этому, скажем, я задам вопрос вот этим недоброжелателям и их непонимающим. А какой народ, живущий под лапой, говоря грубо, находящийся сегодня в Российской империи, так называемой Федерации, какой народ не принимает участие в войсках России против Украины или против любой другой войны? Так же, как чеченцы, какой народ не принимает участие в этих войсках, в этих войнах, в этой оккупации? Нет такого народа. Больше, чем чеченцы, так называемые кадыровцы, находятся военнослужащие из других республик. Больше. Из Якутии или из Дагестана. И не меньше из Ингушетии. Но поднимают вопрос чеченцев. Правда, в этом делают причину. Так называемые тикток-бойцы. Рекламируют сами себя. Но это не дает права никому упрекать чеченцев или обвинять их в том, что якобы они напали как отдельная страна. Это же нонсенс. И неволю чеченцев, чеченского народа определяют вот эти участники этих войн.
Это воля Российской империи, российского государства. Абсолютно ненужные войны другим народам. Абсолютно чуждые войны нам. Это один вопрос. И, второй вопрос тоже мы коснулись частично по поводу участия в войнах и по поводу пехотинцев. Эти два вопроса, скажем, можно завершить на этом. Хочу завершить это одной цитатой, которую я написал, кажется, позавчера. Это обращение как бы к украинцам. О стойкая Украина, героический народ Украины, ты видишь теперь, как отстает этот мир от чеченцев, видение реальности, и как они подали урок всему нашему спящему миру в одиночку, в борьбе против этой огромной империи зла, своей стойкостью духа и пророческими обращениями к этому миру, сдерживая более 20 лет этих орков, давая возможность укрепиться вам и другим, с призывами и разъяснениями, кем является эта античеловеческая империя по своей сути. А также нагляден чеченский пример, что бывает со страной при оккупации ее москалями. Мы видим просвет в этом отношении пока только у уважаемого Алексея Арестовича. На этом мы закончим свое короткое обращение. Желаю всего хорошего всем людям чести и совести. До свидания.